Здравствуйте. Сегодня в нашем пресс-центре глава администрации Галского района Константин Пиля. Товарищи журналисты, наверное, подготовили интересные вопросы. Для начала я задам вот один такой вопрос общий, чтобы иметь такое представление о районе, более полное, нежели мы так больше из новостей получаем. Константин Эдуардович, с 2019 года вы являетесь главой администрации Галского района. Расскажите, пожалуйста, вкратце о жизни района за эти годы, ну, в первую очередь, наверное, о людях. В чем особенность этого района? Чем он богат? Какие вами достигнуты результаты, успехи какие? Какие отрасли экономики традиционно являются для этого района основными? И на какие сейчас вот вы делаете упор? В общем, а там потом, наверное, будут развивать, будем эти темы, будут задавать вопросы. Одно из самых главных, что в районе, это, конечно, люди. Это люди трудолюбивые, люди, старающиеся принести комфорт общности. Знаете, такая еще тенденция. Ну, наверное, в других районах тоже, но особенно в Гальском районе. Вот даже начинаешь какую-то работу общную, там, субботник там, или что-то еще. Люди все выходят и все стараются помогать. Это вообще удивительная такая тенденция. Мы несколько лет, года 3 назад, там чистили реку, которая идет по городу. Ну, от потопов, от наводнений, и на каждый поворот выходили люди. Кто с едой, кто с лопатой, кто еще с какими-то приборами, кто там солярку принес. И нам это очень дешево обошлось, но факт то, что люди стараются все другу помогать. Вот это Гальский район, то, что отличается. А вот, трудолюбивые люди. Очень трудолюбивый народ. Вот этим народом, там Гале можно делать все, лишь бы у нас были немного финансов и были возможности, мы настроены на позитив, настроены на развитие. У нас что-то получается, что-то у нас не хватает средств, взаимодействуем с правительством, с руководством, нам помогают периодически. Ну, мнение такое, что за руководитель, который каждый раз обращается к руководству. Руководитель должен сам находить средства, сам изыскивать, сами мы стараемся. Еще в прошлой президент говорил, вот Гальский район приносит наименьшие проблем. На одном из совещаний я говорил, да, потому что сами иногда тонем, сами выплываем, мы стараемся не приносить больше проблем. Ну, такая тенденция работает. Ставлю на руководителей, которые умеют принимать решения, умеют нести ответственность и, соответственно, их реализовывать. Ну, такой коллектив собрался и в самой администрации. Ну, люди, я вижу, понимают это, благодарны за ту небольшую работу, которую мы делаем. Мы настроили работу администрации вот так вот по-человечески, по-людски. Нет, вообще это не мне говорить, наверное, люди должны сказать. Но сейчас, раз пользуясь моментом, мы стараемся так, чтобы ни один человек, пришедший в администрацию, не ушел без внимания по любому вопросу. И если что-то не в компетенции самой администрации, то мы находим людей, которые могут людям помочь. Раз человек пришел в администрацию, уже, значит, он больше нигде уже никакой помощи не нашел. Люди стараются приходить тоже каждый раз что-то просить людям. Наверное, это и тяжело, скорее всего. Но раз уже он пришел, мы стараемся максимум сделать из возможного. На что делается упор? Упор, конечно, это аграрный сектор. У нас в районе мы находимся восточнее на всей республике, он, как бы говорится, на воротах. У нас климат, мы созревание даже на месяц раньше, чем в других районах, и потому мы конкурентоспособны. Какие-то новые культуры, может? Да, есть заявки на выращивание большого объема лаврового листа, есть заявки на большой объем теплиц, установление там теплиц, сейчас фирма занимается, и было выделение земли, уже готовят почву. У нас по голубике, вы знаете, по ягодным культурам вообще очень хорошо получилось. У них сейчас они еще добавляют около 40 гектаров. У них они были заявителями 200 гектаров, но они вот так каждый год понемногу Если добавляют. какие-то там производственные есть мощности? Да. Помимо выращивания и сбора, сейчас переходим к переработке, чтобы ее можно было еще правильно сохранять, правильно пакетировать. Плюс эти работы сейчас там строится холодильная камера большая, где будет его не замораживать, там будет его охлаждать. Ну, вот это сейчас эти работы они проводят. Так что им, как говорится, карт-бланш, мы им во всем помогаем, видя их конкретные результаты. Плюс они еще участвуют на небольших социальных проектах, постоянно они участвуют, помогают району, что отрадно. Я всякий раз, когда приходят заявители за землей, там, за какие-то проекты, я, конечно, там приглашаю их на совещание и прошу оказать небольшую
возможную посильную помощь району в какой-нибудь социальной направленности. Все это по-доброму, все это, если я говорю, если вы можете, если у вас получается, ну, и отклик бывает, и помогают нам. Даже если что-то получается не в том большом объеме, мы стараемся объяснить, почему получается, почему столько, потому что мы не можем весь свой там небольшой те средства там в 2, в 3, 5 адресов нам надо всем понемногу распределить, чтобы люди чувствовали заботу. И вот так ежегодно эта тенденция. Плюс еще бизнесмены подключаются, наш актив подключается. Ну, стараемся эту работу проводить. У нас прекрасно готовят, у нас очень вкусно, у нас гостеприимно, мы всех ждем. К нам уже поехал и туризм тоже, если вы будете задавать вопрос, поэтому я тоже хочу сказать, у нас несколько туристических уже мест мы стали уже оборудовать, открывать. И надеемся, на следующий год уже или в этом году у нас уже такой пойдет турист, уже не однодневный. Да, мы пытаемся эту работу тоже наладить. Конечно, море от центра района в 30 километрах, и не везде есть асфальт, не везде такие дороги, по которым можно проехаться, да, до моря. Но все равно мы эту работу налаживаем. Там есть несколько пещер уже открыли, я даже сам в одной из них заходил, которые в дальнейшем можно сделать таким туристическим местом. Ну, соответствующий и, конечно, Ингургес. Ну, все развивается. Да, по всем направлениям там стараемся. Коллеги, давайте вопросы. Тая Басаря, Галмедиа. Константин Эдуардович, администрация Галского района в последние годы очень часто принимает людей, делегации с Российской Федерации. И мы знаем, что у вас с ними есть еще и в будущем хотите подписать какие-то договора. Намерения. Вот хотелось бы немножко узнать об этом, кто эти люди и какой плюс для Галского района вот в этом плане. Да, спасибо. Да, у нас налажено взаимодействие и подписан договор о побратимстве с Петровским районом Тамбовской области. Конечно, любые контакты начинаются сначала от личных взаимоотношений. Когда там встречаемся на форумах, встречаемся там на всяких мероприятиях, мы так начинаем обсуждать районы, людей, потом мы коллеги, мы на одном языке говорим. Когда взаимопонимание получается, вот тогда мы уже переходим к более такому масштабному и широкому взаимодействию. Сейчас у нас подписан еще с Ярославлем договор о намерениях. И в этом году на День города они собираются приехать на большой делегации, и уже договор или соглашение по братимству будем подписывать в Гальском районе. Это такие горизонтальные связи и горизонтальные отношения, от которых всегда можно понабраться опыта, если есть желание. Конечно, в Российской Федерации опыт намного больше, мы молодое государство, конечно же. Ну и вот так взаимодействуем на уровне культурных связей у нас хорошие. Вы знаете, что наши ансамбли Мурзакан и многие другие посещали и Тамбовскую область, потом были в Ярославле. Я смотрел кадры, был вообще фурор, еще раз приглашают. И что получилось в одном городе, было в 2 концертных залах. Наши ребятки, кто выступали, говорят, мы видели, говорит, публика, которая была в этом, они переходили на следующий день в другой концерт, чтобы еще раз нас посмотреть. Так что такие взаимодействия налажены. Плюс еще большой опыт по выращиванию. Это аграрные районы Тамбовской области. Там и яблоневые сады хорошие, у них и мичуринские сорта. Они нам приезжали. Ну, чернозем. Да, черноземы у них. Да, у нас тоже хорошие почвы. Мы можем быть конкурентными за счет нашего климата. Вот такое взаимодействие. Плюс поддержка в плане муниципальной, коммунальной техники. Мы обсуждали ряд вопросов, нам обещали помочь, ну, в рамках наших договоров. Ну, будем работать в этом направлении. Кстати, мы принимали детей. Ну, у нас мы организовывали лагерь в Тамбовской области, у нас были детишки. Да и они просят, чтобы мы своих детей тоже к ним отправили. Ну, это взаимодействие, это рост, это опыт. Эти работы нужно проводить. И чем больше, тем лучше. Константин Эдуардович, ну, то обстоятельство, что район приграничный, несомненно, это накладывает дополнительную ответственность и нагрузку, работу многих госорганов. Расскажите, к примеру, как вот влияет граница на жизнь вашего района, ну, да. Вот, и переходы людей и товаров через границу, там, есть ли от этого какой-то экономический эффект? Мультипликатив всегда существует. Когда-то на границе Ингур работало несколько переходов, конечно, оборудованных, люди переходили, все, была досмотровая часть.
и экономика была совершенно другая. На данный момент сейчас работает только центральный переход по реке Ингур и технически для Ингургеса, для там, технически повыше Алакумхара, это там переход. Ну, это, конечно, и ответственность на нас накладывает. Мы не хотим оказаться тупиковым районом. Конечно, я всячески всегда говорю и везде, я за то, чтобы люди могли спокойно приходить и торговать товарами народного потребления. Сейчас разрешение немного увеличено на переносение товара. Это там входит, если я не ошибаюсь, запчасти на сельхозтехнику, горюче-смазочные материалы и продукция, сельскохозяйственная продукция. Все сейчас вот на таком ежедневном формате 2-2,5 тысячи человек, ну там и туда и обратно, и около 200, наверное, 200-150 автомобилей. Ну, все, которые имеют пропуска, все это в режимном объекте, в режимном формате. Вот эта работа ведется. Я сам по себе, вот там бежу себе, как говорится, подальше от границы. Ну, там интересов в администрации там нет, и доходов мы с границы не получаем. Но когда человек что-то может заработать, это, конечно, уже отражается на общей экономике района. Да, и хотелось бы, конечно, чтобы эта работа продолжалась. Это нормально для того, чтобы люди могли товары нормальные, товары народного потребления где-то приобрести, у нас продать. Или в обратную сторону идет орех, фундук, по большому счету больше ничего, так на переход. Но вот эта работа ведется. Думаю, в дальнейшем это должно быть вопрос общественности всей вместе, если что-то увеличивать, какой-то перечень. Наверное, это будет вынесено на обсуждение. Пока все в таком формате. Ну, довольно-таки оживленно на границе, я так понимаю. Да. Просто не представляю себе, поэтому вот от Грузы, вас много грузы не информации. переходят большом, грузы переходят, это ручная кладь, там небольшой тоннаж, такому, чтобы объемно было, такого нет. Все это фиксируется, изымается то, что таможенные платежи, это таможенные платежи, все остальное ручная кладь уже не накладывает никаких оплат. Есть вопрос? Да. Марьяна Котова, База ТВ. Константин Эдуардович, скажите, пожалуйста, вы отслеживаете демографическую ситуацию в районе, следите за тем, как молодежь перемещается через ту же заграницу, возвращается, переезжает в Сухум или за границу, и предпринимаете ли вы какие-то меры по решению, если это проблема? Если это проблема, как-то вы ее решаете сейчас? Если человек просто пошел и пришел по своим делам, но это не прослеживается, это ведется статистика у специальных служб. Мы смотрим на тенденцию, покидают ли люди район. Вот эту тенденцию прослеживать. И она не очень, нас говорит, может нас радовать. У нас общая тенденция идет на снижение. У нас и по школам снижение учащихся, у нас по выпуску детей мы прослеживаем. У нас в селах по хозяйственной книге 520 дворов, а по факту уже там 380 по обходу. Ну, есть кто уезжает на заработки, конечно, домовладение за этими людьми, но все равно нужно работать и созидать у себя на родине. Мы все для этого стараемся делать. У нас даже такие бывают тенденции, вот ребенок находится где-то на заработках. Ну, все понимаем, что Гальский район – это не экономический взрыв, конечно же. И там, скажем, бабушка или там родители старенькие, вот, находящиеся в доме, там, по возрасту ушли из жизни. Теперь дом пустой. Сын, у меня несколько случаев, там возрасту уже там, 40 лет и больше, где-то меньше, хочет уже прийти, вернуться и уже продолжать жить и созидать в районе. И у нас сложности с тем, чтобы их прописать и оставить жить. Получение документов, там ценза светлости, там много-много чего, каких-то нормативов, которые не дают нам таким законным способом. Человек, он приезжает по визе, приходит и говорит, я хотел бы остаться, вот у меня папа и мама вот ушли из жизни, дом пустой, я хотел бы находиться в селе и быть полезным району и стране. Это отрадно, мы стараемся помогать, но это архисложно. Наши нормативы не дают это сделать. Ну, еще существует комиссия по прописке, которая создана указом президента. И некие вопросы мы можем проводить комиссионно. В этой комиссии нахожусь я, начальник паспортного стола, службы госбезопасности, ряд специалистов. И вот на этих комиссионных вопросах рассматриваем не такие сложные вопросы, но попроще. И стараемся делать так, чтобы людям хотелось
не уезжать, а оставаться и созидать. Мое мнение такое, что мы должны сделать все, чтобы люди не уезжали, а наоборот хотелось жить, развиваться и видеть перспективу. И эта тенденция немного удручает. Можно в связи с этим еще один вопрос? Как вы взаимодействуете с депутатом от Гальского района? Какие-то инициативы свои, может быть, предлагаете законодательные для того, чтобы облегчить людям жизнь в районе и вот легализацию в районе и вообще в Абхазии? Депутатом парламента от Гальского района или о местных вы говорите? Ну и местных, и Ну парламента да, тоже. у местных таких компетенций нет, это все-таки хозяйствующие вопросы, в основном у местных депутатов. Ну, по этим вопросам мы взаимодействуем, и очень часто без собрания работать не получается. Я сам, если вы помните, выходец из депутатского корпуса, много лет дал службе и в депутатском корпусе, и в парламенте, знаю эту работу, понимаю их чаяние, понимаю заботу. Я не думаю, что депутатскому корпусу с администрацией тяжело, сомневаюсь. У нас взаимодействие налажено. У нас взаимопонимание и взаимодействие есть. Что касается депутатов парламента, он тоже много лет проработал в Гальском районе на большой государственной должности, знает проблемы района. Мы с ним взаимодействуем, с нашим депутатом парламента по вопросу норматива. Вот тот же закон, который был принят парламентом о возвращении абхазских исконных фамилий. Там получилась небольшая недоработка, скажу, может быть, я кого-то обижу или я ошибусь, скорее всего, не учли. Там было такое лица без гражданства, постоянно проживающие в Гальском районе, которые могут рассчитывать на возвращение своих фамилий. Но лиц без гражданства не существует. Лиц без гражданства в Гальском районе, наверное, 2 человека. Ну, это совсем люди, которым уже там неинтересно, которые никуда не уходят, не приходят уже так. И вот это вот норматив не дал людям поменять свои, вернуться к исконной фамилии. А когда законы анонсировали, когда его принимали, когда говорили, когда был ажиотаж, группами ходили, там кизбаевцы, тарбаевцы, группами приходили. Потом видят, что ничего не происходит. Я говорю, ну еще 2 недели немного потерпите, 3 недели, вот-вот будет, вот-вот будет. Потом мне стали говорить, вы, наверное, хотите делать и так, чтобы мы отсюда ушли, мол, вы анонсируете закон, а никаких действий. Ну, пришлось его собрать и разбирать, и показывать, что в какой статье, статья 16, если я не ошибаюсь, Крим 1, об аутентичных фамилиях. Вот это. Ну, сейчас занимается это общественная палата, спасибо им огромное, и Давид Чичевич, и все там, и Гуля Мелитоновна. И все коллеги, они этот вопрос хорошо знают, они проезжают, они проводили конференцию, этот вопрос озвучивали, подготовили нормативы, и уже, насколько мне известно, направлено в парламент. Будем надеяться, что депутаты услышат и добавят нам пару строк в это законодательство, и мы приступим к этому процессу. Это тоже добавит нам, даст людям уверенность в завтрашнем дне, даст людям уверенность, что они нужны стране, они нужны родине, и страна о них заботится. И еще один последний вопрос. О ситуации с школами. Вот недавно телеграм-канал Аяшер опубликовал документ, заявку директора одной из гальских школ к правительству в изгнании Грузии с просьбой обеспечить какими-то канцелярскими там, товарами. Насколько этот инцидент вообще имел быть, насколько это реальная ситуация и какие меры вы предприняли, если такое было вообще? Да, хорошо, я тоже это видел, мне тоже показывали. Но меня, знаете, что удивило? Там было на грузинском языке, стояла абхазская печать. Абхазская гербовая печать стояла, письмо было на... Перевод тоже, который был в интернете, уже был на русском языке. Печать тоже была абхазская. Кто-то усиленно поработал над этой темой, нужна была какая-то провокация или что было нужно, я так и не понял. Но службы разбираются, приезжали министры, приглашали всех директоров, и этих тоже, чья фамилия там была. Они отстранены на сегодняшний день от занимаемых должностей, и ведется разбирательство. Алексей Шамба, Абсный пресс. У меня такой вопрос приятный, я надеюсь. Очень часто мы о новостях Гала узнаем из первоисточника, из телеканала Галмедиа. Как вы оцениваете развитие этого СМИ? Да, спасибо, приятный вопрос, спасибо. Одно из направлений, где у нас удалась работа, вот так хотел бы я сказать, Галмедиа, у нас нет сотрудников
которые там окончили какие-то академии, мы все там самоучки, и самоучки талантливые. У кого-то есть какой-то небольшой опыт, но мы выросли, мы, это Галмедиа, выросли до того уровня, что даже заказывая какие-то съемки, например, абхазский драмтеатр, русский театр, извините, заказывает именно все свои съемки у Галмедиа. Сегодня руководитель Галмедиа находится у нас в Сенеже на обучалках для обучения для высших руководителей. И их работы очень отмечают. И вообще говоря о телевизионщикам, тем, кто они тоже отмечают, что у Галмедиа намного уровень вырос. У них, ну, мы со своей стороны, как администрация, стараемся их поддержать в материально-техническом обеспечении. Какие-то возможности, когда появляются, там и хорошие камеры, там студию помогаем. Ну, вкладываешься в людей, в тех, которых видишь, что они движутся вперед. Вот таких людей приятно вкладываться. Потому администрация всегда оказывает поддержку нашему телеканалу. Еще вопросы? Денис Воба, Галмедиа. Константин Эдуардович, хотелось бы услышать, какая ситуация сейчас с вывозом мусора в Галском районе? Сложный вопрос, многолетний вопрос. Я его поднимал много раз, но стараюсь это на общественное такое публичное пространство не выносить. Разговариваю с специалистами, с ответственными лицами, потому что понимаю, что на сегодняшний день твердые бытовые отходы некуда девать в стране. Был проект по Гулирипскому району, обещали ежегодно запустить в эксплуатацию. Его, ну, там откладывается по объективным причинам. И сейчас это вопрос также ежедневно. Вот 1000 кубов, больше, меньше, когда как, ежедневно свозится. Со самой свалка, эксплуатация за городом Сухум. Ну и у нас это вызывает большие нарекания, жалобы людей, что было последний раз. Вот приехали, смотрели, как там положение вещей, и был сосед, пойдемте ко мне домой. Ну, он приглашал, мы подумали, домой приглашает. Мы говорим, нет, нет, он говорит, это потом, просто зайдите, посмотрите. Заходим в дом, у него за домом люлька с ребенком. Он говорит, как мне надо тут жить и куда мне деваться? Было бы куда-то переехать, я переехал бы. Общественная палата, оказывается, это было на спутнике, был материал, общественная палата тоже увидели, они среагировали, приезжали, делали съемку. Ну, будем ждать, что руководство решит. На сегодняшний момент самое главное, мы бы хотели, чтобы хотя бы нашу свалку оградили, потому что по договору между Сухумом в те года и Галом, между руководителем, был договор, что эту свалку огородят, будет огорожено, будет все как положено. Ну, вот ограждение так и не сделали. Это и скот заходит, и травится. Эти проблемы существуют. Что самое в этом негативное, что оно организовано на почвах сельхозназначения. Все это идет в грунтовые воды и, конечно же, отразится вообще на всех почвах. У меня был проект в прошлом году оценить завоз каждого куба как в нормальной стране, и чтобы Сухум и Сухумский район оплачивал завоз за каждый куб ввезенного на свалку, ну, как в любом городе нормальном. Но это оказались такие огромные цифры, что мы понимали, что нам никогда эти средства не оплатят. Тогда мы пришли к компромиссным суммам. Ну, тоже мэр Сухума сказал, я готов вам это оплатить для того, чтобы мы уже сами, когда ты у себя сам убираешься, ты убираешься чище, чем кто-то со стороны. Но у нас тогда стал вопрос самой техники. Нам нужен и экскаватор, и бульдозер. Ну, на топливо там по этим деньгам, но покупка этих больших агрегатов, это не покрывает тех средств, которые бы нам оплатили бы. Сейчас вопрос прорабатывается, и он вынесен на общественную палату. Будем надеяться, что мы придем уже к какому-то результату. Всякий раз, когда натыкаешься на новости из Гальского района, в основном видишь сообщения об отключении воды. Как сейчас ситуация обстоит с водоснабжением города и района, и насколько перспектива наладить постоянную воду? Да. Ну, мы так уделяем внимание помимо аграрному сектору, еще это самое главное, конечно, инфраструктура. Инфраструктура это как, наверное, артерия или вена, когда она целая, то мышцы и рука живая. Где инфраструктуры нет, там и жизни нет. И одно из, это, конечно, стратегическое направление, это обеспечение чистой питьевой водой. Благо, вода у нас попадает в район самотека, мы независимо от электричества, независимо от никаких агрегатов, но у нас инфраструктурные сетевые проблемы.
Сейчас на данный момент ситуация вся так же, мы запитаны по временной цепи. Премьер-министр держит это на контроле. Управление УКС капитального строительства приезжало, проводили взрывные работы. Там из-за схода большого селя грязевого смыло дорогу, и у нас труба одна повисла, одну сорвала. Сейчас эта также труба прикреплена к скале, к большому дереву, пока там на тросах. Но после взрывных работ поменяли методику самого проекта, и в июне месяце, в конце июня уже будут тетраподы, такие специальные сооружения бетонные, тетраподами зарывать устро реки, русло, и поднимать это все землей и делать дорогу, чтобы труба уже не висела, а ее уже уложить. После подойдем уже к самому головному сооружению. Все это 63-х годов. И с тех пор там никаких ремонтов никогда не производилось. От водозабора до Гала, до города, 12 километров, 2 трубы. По 2 трубам подавалась вода. Одна диаметром 500, одна диаметром 700. Огромные трубы. Сейчас вот одна труба не функционирует, она сорвана совсем. Вот по другой трубе, по 500-ке, получаем воду, водоснабжение есть. И если оно у нас прекращается, это вот от этого напряжения, что оно висит, оно получает разрывы. Ночью оставить людей без воды не было. И у нас на конец, на июнь уже запланированы работы. Надеюсь, все получится. Без воды район не останется. Какое-то время назад в Гальском районе была идея создать свободную экономическую зону, и даже была выделена большая территория под это. Насколько я понимаю, сейчас судьба этой экономической зоны до конца не решена, идут какие-то судебные процессы. На ваш взгляд, какова вообще реальная перспектива сделать в Гале такую вот свободную экономическую зону, и для района, что это бы значило, что бы это значило для страны в целом, и, вот ваше мнение? Вообще тема неплохая, тема экономически выгодная. Но та организация, которая занималась, у меня было с ней встреч с руководством. Сейчас не то чтобы вас обмануть, просто точно не могу вспомнить. С 2020 года периодически в год раза 3-4, не меньше, это были официальные переговоры, когда же начнут, там у них оказались большие задолженности по плате за землю. Эта работа не оплачивалась. Меня тоже упрекали. Вот вы говорите, мне почти 39 соискателей, тех, кто получил землю, отправил в прокуратуру на расторжение. Они мне говорили, вот вы нас с нами расторгаете, а вот у вас целая зона вам должна там почти за 70 миллионов, а вы с ними не расторгаете. Ну, не расторгал, потому что верил в обещание, верил, что вот через 3 месяца оплатим, там, в феврале оплатим, потом в конце лета оплатим, осенью оплатим, все. Мы уже вот здесь, мы уже там в Дубаях, мы уже там где-то еще. Я говорил, мы на пороге, не дай бог, Третьей мировой войны, какой Сингапур, какие Дубаи, это нужно. Ну, мы убеждали, и в нашем там руководители, некоторые высшего звена убеждали, что, возможно, у них что-то получится, но не получилось ничего, не выдержаны условия, и президент пошел на меры вообще всю зону аннулировать. Закон остался, он возможен именно в Гальском районе, но это не понравилось управляющей компанией, и сейчас происходит судебное разбирательство. По-моему, 2-я инстанция уже рассматривает. Ну, это не вопрос. Мы выступаем тоже, как там наши юристы выступают в суде, представляем материалы, что мы извещали о задолженностях. Ну, такая работа. Конечно, было бы хорошо. Конечно, свободная экономическая зона, это тоже такую небольшую еще динамику придало бы, конечно, общей экономике и страны, и району. Но работы там не проводились. Константин Эдуардович, у нас с вашим приходом появился новый главврач ЦРБ Галского района. Расскажите о достижениях этого человека и что нового у нас по здравоохранению. Да, Астамура Владимировича Ганга я предложил, это, наверное, его сообщество здравоохранения. Он известный человек, его знает, он один из лучших нейрохирургов, а оказался еще и лучший руководитель. Главврач – это все-таки руководитель. Всегда наш начальник финотдела и вообще финотдел пытается где-то что-то сэкономить на всех там направлениях, чтобы как-то средства аккумулировать. Такая задача стоит больше на инфраструктуру. Но главврач всегда обоснует каждый свой штат, всегда объяснит, что зачем. Я очень доволен работу
работы у нас вот практически, вот, я вам скажу, чем сейчас занимается скорая помощь. Гальской ЦРБ обслуживает помимо Гальского района еще и Ткварчальский, еще и Ачимчирский. Мы ближе. Человеку, кому плохо себя чувствует, сейчас позвонить в Ткварчал и вызвать скорую, час будет ехать, ну, я не знаю, может меньше, там, 50 минут, 30 минут. А мы доезжаем за 10-15 минут, и потому мы обслуживаем даже эти районы. Скорая помощь у нас состоит из 8 бригад, по 2 бригады в сутки заступают. Вот я вам скажу, какими направлениями у нас Гальская ЦРБ. Вот у нас хирургическая, травматологическая, офтальмологическая, неврологическая, кардиология у нас развита. Все практически, кроме урологии. Вот эти все направления у нас по здравоохранению закрыто. Но, конечно, требуется ремонт самому зданию, требуется нам лифт. Вот поступают тучные пациенты, его надо, там какие-то у него хирургические нам предстоят работы. И его надо поднимать там, на выше этажом, и у нас нет лифта, который можно человека поднять. И вот эту работу мы запросили правительство, надеюсь, нам помогут. В общем, проводим ремонт, и все здание ремонтировать, и весь ЦРБ, конечно, это за раз не сделаешь. Но постепенно из кабинета в кабинет, из кабинета в кабинет ремонты проводятся. Это делается. Плюс мы налаживаем бесперебойное водоснабжение, чтобы ЦРБ не особо зависело от нашего центрального водоснабжения. Мы там заказаны скважины. Наверное, по сегодняшний день уже работы будут то ли уже заканчиваться, то ли в процессе, но этой работы мы уже профинансировали. Будет больница еще иметь свою запасную еще скважину для питьевой воды. Район вообще обеспечен, у нас вода на глубине 25 метров, ну, от местности можно найти хорошую артезианскую воду. И вот это нам дает выход из положения такое. В некоторых детских садах, в некоторых школах у нас водоснабжение, мы говорим, водоснабжение, даже когда оно работало хорошо, оно не обеспечивало водой ближайшие села, кроме 2 сел, город и 2 села. Я правильно же говорю? Город и 2 села. Все остальные села, нижние зоны, все в основном это скважины и колодцы. Хотя когда-то там было водоснабжение. Парадокс, воды у нас, по-моему, чуть ли не больше всех в мире на душу населения. Да, вода есть, доставкой. Структура, да, доставка, конечно. Константин Эдуардович, ну вот что можно сказать о поручениях президента, которые были даны, но я не знаю, там у них сроки уже... Да, я скажу, основное наверное, поручение было это увидеть и контролировать, как идут работы и средств инвестиционного фонда. Но на Гальский район по инвестпрограмме средства не закладывались. Я разговаривая с премьер-министром, он мне объяснил и сказал, я буду вам помогать, правительство будет вам помогать, но вы без программы не попали. Но буквально неделю назад мы были у него, он мне показал, что готовы нам оказать содействие в укладке уже асфальта на 3 участках. Там небольшие, 600 метров, один 350 метров, один 450 метров на разных дорогах. Ну, самые такие тяжелые участки. Вот в этом нам помогают. Когда совсем экстренно нам помогали покрышками на наш автобусный парк, ну, на все автобусы уже нужна была замена. Вообще автобусный парк даже в Сухуме он не особо рентабельный. И, если я не ошибаюсь, будучи когда еще председателем собрания, я знал, что мы автобусный парк датируем из бюджета. И он дотационный был соответствующий. И у нас и в районе он не самоокупаемый. И вот эта поддержка нам, конечно, всегда требуется. Мы вообще рады любой помощи. В районе задействую и погрануправление, ФСБ часто обращают, часто помогают. В частности, они нам помогли восстановить мост в селе между Ликухон, Алакумхарой точнее. Там один отрезок, чтобы люди 10 километров круг не делали. Погрануправление само помогло. Мы закупили вот эти фундаментные цокольные блоки. Депутаты районного собрания помогли, участвовали, за что им большое спасибо. Вот так все вместе. И погрануправление на себя взяло вопрос трактора, бульдозера, крана. Все это они также помогает нам МГУРГС. Я часто обращаюсь. И вообще уровень взаимодействия между ведомствами в Гальском районе один из самых высоких. У нас, когда надо какие-то решения принимать тяжело, мы все руководители собираемся, обсуждаем и вот таким видим действует. У нас взаимодействие хорошее.
Вот не бывает так, что вы думаете, вот для более эффективной работы где-то нужны какие-то изменения в законодательстве? Конечно. Может быть, вы уже вот вносили в правительство какие-то пожелания? Нет, мы не вносили, у нас нет права законодательной инициативы, у нас есть депутат, который не знает положение в районе, вот через него, наверное, нужно работать, но на нас особый норматив дать людям возможность вернуться и жить в своих домах и очагах. И район не должны люди покидать, а людям надо, наоборот, дать возможность вернуться и созидать. А кто чем занимается, какой-то подрывной деятельностью, это вопрос специальных служб. Есть соответствующие, Да, соответствующие органы, они свою работу выполняют. Наша работа — создать условия для людей, чем мы и занимаемся. Примерное население района? Население района по переписи 2011 года 30 тысяч, 7 тысяч в городе и 23 по селам. Но на сегодняшний день я не уверен, что это так. По той тенденции, которую мы прослеживаем, я думаю, в разы меньше. Нужно показать людям завтрашний день и дать уверенности. А вот я это всегда говорю во всех общественных кругах, общаюсь со многими, кто при должностях, кто в оппозиции, неважно. Если человек здравый, всегда можно с ним обсудить. Мнение мое такое, если оно будет услышано. Все рожденные в республике Абхазия, которые в нашей новой республике, дети, которые у нас родились, кто прошел роддом, детский сад, школу, думаю, я уверен в этом, что мы должны их делать нашими гражданами. Это должны быть наши дети, в которых мы вкладываемся. Методика образования вся от нашего министерства. Там никому, пускай люди не верят, что там методика образования какая-то другая. Вся то, что нам спускается Министерством просвещения. Министр часто приезжает, проводятся совещания. Да, и есть, конечно, какие-то там у нас изучается в некоторых школах как иностранный язык, грузинская литература. Язык и литература. Если абхазских педагогов 39, по-моему, абхазского языка, там около 20. Язык и литература, люди должны свой родной язык тоже не забывать, это нормально. У нас многонациональные народы, у нас многонациональная страна. У нас никогда не было каких-то отношений к нации, там, абхазы, русские, и тем мы или грузины, или армяне чем-то отличаются. Мы за тех людей, которые хотят развития нашей республики и хотят мирного существования. Мы за этих людей. Нам надо сделать все, чтобы родители знали, что их дети будут в этой стране полноценными гражданами. В противном случае у нас вот так будет тенденция, будет все меньше и меньше. Для кого? Для мигрантов? Для мигрантов, а для кого? И нет никакой государственной такой программы, которая там людей выселит. Наоборот, всегда руководство говорит и руководство требует правильного отношения к людям. И вообще администрация на то, чтобы поддерживать людей для другой функции у администрации нет. Напоследок еще спрошу, каким видятся перспективы развития района, какие-то основные, может быть, направления? Основное это, наверное, агрологический хаб, это экологический туризм, наверное, это гастрономия, это укрепление инфраструктуры. Вот это все вкупе даст людям развиваться. Когда вот эти все условия соблюдены, когда у тебя и туризм заходит, когда у тебя экономика немного растет, не надо большими рывками, надо, чтобы была тенденция в рост. Тогда люди сами подключатся, ведь основной ресурс это, конечно же, люди есть. Где люди работают, где созидают, где инициативы, там есть развитие. Силами одной администрации никогда ни один район, никогда ничего невозможно создать и никакую динамику позитивную создать. Все делают люди. А мы, как администрации, должны дать людям понимание и уверенности, что мы только в их поддержку и только для того, чтобы им сделать жизнь легче, обеспеченнее, комфортнее. Другой задачи у администрации нет. Поблагодарим Константина Эдуардовича за такие ответы емкие. Мы уже, правда, имеем довольно-таки неплохое, я считаю, представление о вашем районе. Да, спасибо. Спасибо. Пожелаем удачи вам. Спасибо. Мы рады гостям. Спасибо. Спасибо.